и Сына, и Духа Святого. Аминь. Ангел с вами. И с духом твоим. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якой мы будем окроплены на вспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, щоб через воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримати дар вічного життя. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованы в Твой день, Пане, отнови у нас животворчую крылицу Твоей ласки, оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое славление. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутный Бог очистить нас от грехов и праз эту евхаристичную охрану принес нас вовремя брать удел у небесной гостине Его благодарства. Amen.
Молимся. Podczas tej świętej mszy молюся за парафію, за тих, хто приналежить територіально, але так само тих, які приходять сюди молитися, просячи для кожного о Божьем благословении и ласке навертания, а для тех, что уже пришли из этого света в радость життя вечного. Всемогутный вечный Боже, умацуй нас у веры, надеи и любови, научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетований. Прослава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог правдуще веки вечные. Читання книги мудрості Сіраха. Пан – справедливий суддя, який не зважає на особи. Ён безсторонний у дочиненні до бідного і вислухає молитву покривдженого. Ён не откине просьбу сироты и удовы, якая выливає скарбу свою. Хто служить Богу, буде прийнятий ласкаво, и его молитва узыдзе до облоков. Молитва покорного проникая праз облоки и не супокоится, покуль не наблизится до Бога, и не отступить, покуль наивышейший не почує яе, и не учинит суд, як справедливый суддя. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Благословен буду Пана всі часи, хвала його завсюди на моїх устах. Пану буде говориться душа моя, нехай чують это покорные, и нехай веселятся. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. А молитва Пана супроть тих, хто чинить зло, как память про их сердцев земных. Ями кричуть, і Пан чує, яд усіх бедах вибавляє. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Близький Пан до тих, що серця змучена, і зламаних духом ён збавляє. Пан вибавляє душі слугам своїм, і кожний, хто на його сподається, не буде покараний. Нещасний покликав, і Пан його вислухав. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, я уже проливаюся, як ахвяра, и настал час моего отыходу. У доброй боротьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне Пан, справядлівы суддзя у дзень той. І не толькі мне, але ўсім, хто полюбіў яго аб'яўленне.
Пастарайся прыйсці да мяне неўзабаве. Пры першай маёй абароне нікога не было са мною, але ўсе мяне пакінулі. Няхай не будзе палічана ім гэта, а Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведванне, і каб пачулі ўсе язычнікі, і каб пазбег я ільвінай пашчы. Уратуе мяне Пан ад кожнай ліхой справы і захавае мяне для свайго нябеснага валадарства. Яму слава на векі вякоў. Амінь. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Бог у Христі дав собою все, даючи нам слово поєднання. Алілуя, алілуя, алілуя. Pan z wami. І з духом твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. Слава тобі, Боже. В той час Jezus рассказал такую приповедь некоторым, упевненным у своей праведности, якія погоржали іншими. Два человеки зайшли в святыню помолиться. Один фарисей, а другий мытник. Фарисей, ставший, молился так себе: «Дякуй, Боже, Тебе, что я не такий, як інші люди, рабовник, несправедливий, розпусник, або як гэты митник. Пашчу 2 рази на тиждень, даю десятину з усяго, що набуваю». А митник, стоячи вода, не отважився навіть поднять очей на небо, а б'ючи себе у груди, казав: «Боже, будь милостивый для меня грешника». Кажу вам, що менавіта гэты пайшоў у дом свой оправданы, а не той. Бо кожны, хто узвышае самого себе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае себе, узвысіцца. Гэта слово Пана. Сьогодні я хочу стати в обороні гэтага фарисея, про якого в кастілі так все древно пишуть і писують його у чорних кольорах. Чому? Бо поки читаючи, він був по-справжньому добрим чоловіком. Він не був таким моцним грешником, як митник, що показує, що митник далеко стоїть. Ну, коли ми що-небудь кому зробимо, обкрадемо, обчернемо, наговоримо чогось, не ведаю, щось ще зробимо древного, там ты больше не подносим на его. Принаймні, наш погляд не споткался с этим человеком, а одразу мы и заморгаем бочками, и задумаемся, наше суждение будет что идти подказывать, и мы уже почуемся себе древними, что ты должны нас руменеть. То есть самый этот грешник, мытник, який пришел молиться, был вельми моцным грешником. Ого-го. Какие грехи там у него были, комментаторы описывают, святовец правды стоял далеко и не смел на головы поднять. Почему Пан Иисус говорит, что он справедливый? Чому не гэты фарисей, який говорить: «Я не рабовник, я справедливый, я не распустник, я совсем другой человек. Я даю десятину, я пощуся 2 рази, хто з нас пощуся кожну п'ятницю, коли треба, да й частей пощуся, даю десятину, все нормально». Ведаете, что их отличает? Что фарисей, то, что я говорил тыдзень тому назад и 2 тому назад, сам себе хотел оправдать. Я христианский добрый оправдал. И он Пана Бога не потребовал. И он пришел до Пана Бога похвалиться. Пане Боже, я такие. Часами, как колись працевал в Польше, часами приходят такие люди, там как за них споведаться, говорили такую самохвалу, сами себя хвалили. Я кто, ружанец отмовляет, вот это, я у меня добрый, а там муж мой такие, дети мои такие, за детей споведаются. Ой, ты такая добрая, ты такие добрые. Я туди, почекайте трошки, відкриваю професіонал, виходжу к ним, поблагословити, може, я такий добрий ставлюся.
Люди так глядят на меня, что ты кто, сдурел, что ли? Ну, это вы такие святые, это святости, разбожи трошки, как до меня злился. Вот это то самое, только мытник, он так не пробачался. Фарисей, он такий самый. И он сам себе оправдал, не потребуя Пана Бога. Чому говорить Пан Єсус, що митник добрий? Не тому, що він грішний, а не тому, що він шукає пробачення у Бога. Пам'ятаєте, тиждень тому назад я сказав, що дякую Богу за те, що ви грешите, попробуйте страдаться. Бо ви тоді видите, що ви не самодостаточны, что вы потребуете Бога, что вы можете пробачить свои грехи сами. А вот я сегодня уже отправляю пятую святую имшу, сегодня отмою мать два ружанцы, сегодня помолюсь молитвой Бровяровой. И что думаете, я сам себе сбавлю? Куди, правда? Тут могу целый день молиться, я сам себе не сбавлю. Зрештою, на это звертає святий Павел в сегодняшнем читании. А вот я бег свой закончил, а наконец мне рихтуется венок хвалы. Рихтується, я не знаю, рихтується венок хвали. А хто його рихтує? Бог справедливий. Святий Павел, якому об'явився Ісус Христос з мертвих повсталий, тільки його записано у Святому Писанні, що йому об'явився по замученню. І от того моменту став апостолом. Видавалося б, що він не потребує ніякого пробачення. А він пише, що я потребую пробачення. Я це пробачення шукаю, і це пробачення я не можу дати сам собі. І пише в другому місці, мне каминовали несколько разов, але я выхожу из этого целый, живый. Несколько раз терпел кораблекрушение, так само я выходил целый. Шмат часов, шмат откуда меня выгоняли, вязки стремали, але так само и пишет. Але это не причиняет своего возновления. Я теперь не могу сам себя избавить. Святый Павел говорит, я потребую Бога. Я потребую Бога. Братья и сестры, сегодняшняя Евангелие, і гэты чалавек, грэшнік, які каецца, пушкае Пана Бога, ён грэх, паказвае нам пра грэх, што чалавеку вельмі часта патрэбны грэх. Анзен Грін, Бенедиктин, у кніжцы «О духовасці іначай» напісаў шмат цікавых рэчаў. Адна з іх, што чалавек у сваём жыцці імкнецца насці якісьці ідэал святасці і яго падражаць. Напрыклад, Ян Павел II. Вспоминали мы его на этом тыдні, або святая сестра Фаустина, яку вспоминаем 5 кастрычніка, так само вспоминали. Коли я себе постановлю, пишет, что я хочу быть Яном Павлом II, то я могу не только что от веры расти, я могу Бога стать. То есть, к чему? Есть люди некоторые, которые взяли за цель и за идеал Яна Павла II и дошли. Справді, это им допомогло до святости. Во имя доброй семьи, яны маюць много что себе умеют отказать, много чего могут своего життя отказаться, пожертвовать. И дякуючи этому, вы не были так выхованы. Им это помогло вернуться на Пана Бога. А не знаю таких, которые поставили за идеалом Яна Павла II открытый подают. Яна Павла II пробовали быть день, два, месяц. Не удалось, сказали, все, Бог не потребует, я ж грешный, я уже не могу себе сдержать. И откинули Бога, откинули веру. Здесь у тебя из костюма. Так чему? Маем мы у костелі гэтую вельмі важную гору, там, где позор с правовыми 8 благословений. Я вам тыдзень тому назад говорю, и снова вертаюсь до этого. И там не написано, что благословленные вы святые, благословленные вы радостные, благословленные убогие духа, благословленные, которые смуткуют. Чему? Бо это не идеал життя. Не ідеал, а кожен з нас у гэтым бывае. І тады мы атрымоўваем благословение Пана Бога так само. Бо каб это быў ідеал, как я взял за идеала Яна Павла II, як же взял? Я бы сегодня не вышел казать говорить. Я бы закрылся там в подвале, как никто не бачил. А это мне далеко до этого идеала. Далеко. Я могу взять некоторые речи, я могу подглядеть, як Ян Павел, например, молился здесь и там. Який спосіб він там розмовляв, а я не буду їм. Я можу тільки некоторые речі взяти, які мені допоможуть у моєму житті святарському, або так само у моєму житті у дорозі до Пана Бога. І Пан Бог вельми часто в этом митнику показує чоловіка, який вельми моцно упав. А це падіння його привело його до Пана Бога. Видите, що треба, як страна полетіла наперед? Треба її на початок назад натягнути. І так само часами ми упадаємо в наші греха. Нас Пан Бог так натягує часами в наше життя.
как мы отбились, как мы полетели вперед. Как мы, може, заживели, може, часами чоловік зробить такі греці на процвітання. Як то я? Чи я такое мог зробити? І коли почнеш шукати отказ у глибині і правді свого серця, то знойдемо, може, отказ не тільки, що нам так згрішив, але може з'являється причиною остатніх грехов. І часами нам так Бог посилає, може, такі страшні грехи. Как мы зразумели, наше життя і далі отказ. Он може гэтага не бачили у маленьких грехах, але гэта теперь зауважили, какие мы посоправили, как мы полетели широко наверх. И Пан Иисус, Пан Бог, любит грешника, и что больше не грешника. Вот фарисей еще не пришел не грешник, не потребовал прощения, не потребовал, не шукал его. Мытник, який вельми моцно грешит, поглядите, грехом отошел справедливо. Пан Иисус сам говорит, бо він шукає этого прощения. Тому я сказав тиждень тому назад, що ми дякуємо, не дякую, що ви ходите страдатися. Бо ви шукаєте пробачення Пана Бога. Ми часами, колись я так перепрацював в Польщі, там такі програми Євроспорт 2, Євроспорт 2, летел такий спорт, который назывался снукер, иначе бильярд. Я любил глядеть, не только я так само перепрацював в доме, у меня был один такий вихований, який став віце-чемпіоном Польщі, і ми там трошки він так само тренував, показував грати в бильярд. Так ось, подається, а в снукера теж намного труднее, конечно. В это поважная справа. Выдается, что хтось тебе, коленке, хочет как эта куля, это билья, которая летит, шар бильярдный, как летел назад, он бьет его чуть ниже середины. И он летит такая, той шарик, который має упасть в лунку, и вертается обратно. Альбо в исходное положение. Альбо вертаться вперед, дає, трохи вверх б'є, альбо левая, альбо правая, альбо ще якась, альбо з подскоком, альбо з адмінкою. Різні речі, які можна творити. Научно это голову. Бо часами Пан Бог з нами так и хочет погулять. Вот и бильярд. Часами нас так ударит, что мы десь полетели, не доб'ємося чогось. Та як, наприклад, то Слово Боже, яке я сьогодні вам говорю, так само хтось може знає таких людей в нашій парафії, не буду про них говорити, що говорять, прошу князя, в Евхаристії, як приходили на Ішу, і князь говорив казання, а ми так часами, як десь на працю запрацювали в понедельник, говорили, князь там и рассказывали интересные истории. Там сидели нас несколько женщин, а не несколько мужчин в одном месте. И мы там один одному этой истории. Я говорю, историю рассказывал. Князь рассказал еще такую историю. И говорит, я так их заинтересовал, что теперь, по сегодняшний день, каждый понедельник до него приходит послушать. И не может не верить, и не может не верить, не может тотально, может православный, не потом. А они приходят, вот, ну что сегодня твой князь сказал? Ну что сегодня твой князь сказал? Как послушать? И в этом такой способ Пан Бог денежит. И хочет якийсь той спосіб отбивать. Как мы можем якийсь способ вернуться до Пана Бога. И мы этого Пана Бога шукаем. И тому, где сегодняшнее Евангелие вельми пригоже, порівновує, я хто? Митник чи фарисей? Я хто і той. Хто і той. Бо я так само фарисей тоді, коли я не потребую Пана Бога, коли я упевнений в своїх машинностях, коли я завдячував все собі, бо я який гусяки, а митник тоді, коли я зграшу вельми моцно і не можу сам собі допомогти. Вам так добре, дякую Богу, ви можете в кожний момент, я сижу, як пісенай розповідатися, а мне треба трошки позвонить, пошукать ксенза, хоть маленького споведника, там, всегда молиться, как и он нашел проповедный час, как я так само имел этот свободный час. Вам добре, я пришли на іншу сьогодні висповідатися, а я вообще не хотів висповідатися. Ну, никакую, куда? Ще на інших ксензі. Або звичайний день, я якраз пішов на лечення. Не моя. Що треба бути вдячним Пану Богу за те, що нам Бог допомагає, і що Він хоче, як ви в якийсь спосіб вернуться. Святий Павел, він пригоже пише про це. Нарешті рихтується мені вино справедливості, який дасть мені Пан справедливий суддя. Не я сам, Пан справедливий суддя. І не тільки мені, а й всім, хто полюбив його об'явлення. Постарайтесь привести до меня не в забаве. Что это говорит Павел? Как мы не в забаве, когда изгрешили, приходили шукать допомоги Пана Бога. Перепрошение, покаяние. При першей моей обороне пише, что не треба полагаться на людей. При першей моей обороне никто не был со мною, а все меня покинули. Нехай не буде это полично. А Пан з'явився мне, умацовал меня, как прозвенет здесь ниц,
несправедливость. Пробачте, надо сказать, как позволяет здесь праведность. И как почули все язычники, и как возбег я и ливой паши. Czyli do paszczy samego diabła. Uratuje mnie Pan od każdej jego sprawy. Nie tylko, że widzicie, już święty Paweł miał objawienie, on już propowiedział, on już ukresu życia, ale jeszcze już starenki. Nie starenki, to będzie raz, już czuje, że skoro chce jego zabić, ukamienić, zareżuć i tak dalej, to mówić, uratuje mnie Pan tak. Dalej polegając na Panu. Заховай меня от небезпеки и доведи у своего владарства небесное. Ему за это слава на веки веков. Створителя неба и земли, всякого башного имя вашего, и воодиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного а исходного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воде Писания, и взошел на небо, сядить праворуcze Отца, и снова прийде в Пане, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Сподіваючись на допомогу Ісуса Христа, доброго пастора, який збирає людей у своїм костьолі та подарить їх вічним життям, внесем до його наші просьби, молимося святий костьол, как запанував їм соправдная єдність, на якої покликав його Ісус Христос. Тебе просимо. Выслушай нас, Пане. Молимся за всех людей, которые стали охранами стихийных бедствий, как они открывали вахчимость, распознать новое житие, распакать новое житие. Тебе просимо. Выслушай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, как они за оказностью ставились на своей праце и брали приклад с доброго самарянина. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся нас, собранных, как у телу таявить, святой Имши, дал нам силы для переработания штодневных проблем и клопотов. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Боже, Ты прославствуй Святого Духа, наполнил дарами любовь сердца Твоих верных, выслухай нашей молитвы и учили, как все люди любили Тебя более за все и с любовью выконывали Твою волю, прав Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 2 будет поздоровый.
Молите церковь мою и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Коселу Святому. Пусть Всемогутный Боже покорно Тебя просим, глянь на великие вытянутся, какие складаем Твою величие, и учеников этой офиара послужила помножению Твоей славы, раз Христа Бога нашего. Аминь. С вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим имя Пана. Подякуем Богу нашему. Бога Петра исправлянила. Сохранил Бога это и справедливо, скучно и избавительно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Отче Всемогутный Вечный Боже, раз Христа Бога нашего, Богом святости до грешного человечества народился с Панной Марии, про свою муку на крыже избавил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами и архангелами и душами святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими ускрикаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоё. Хосанна на вышинях, хосанна на вышинях, хосанна на вышинях. Благословенный Той, кто видел имя Пана. Благословенный Той, кто видел имя Пана. Хосанна на вышинях, хосанна на вышинях, хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсякай святасці, таму в еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары працою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам по вечері узяв келіх, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві мадою новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры, Обещаем светлою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Понемчи смерти, звезды повстания Твоего Сына, ахверуем добиваниях Ты життя
Христианича и исполнения, дякуючи, что учинил нам годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Паня, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай, так сама к братом и сестер наших, які апостолі в надії на воскрешення, і проси, хто у власті Твоєї отошел з этого світу, і дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над нами всеми, как мы заслужили удел житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом Ему Христе, Тобie Boża Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разу веки вечная. Наслаивайся, детьми Божьими и изъявляемся, тому полная вдячности смелимся казать, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живіш і володариш на віки вічний. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Восьмий ранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру Яковлею. Я не правда, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 199. Совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый миг
без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, оцени меня теплотой своей, силой одари. Ничего не ценней твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой своей, силой одари. Ничего не ценней твоей совершенной любви. Совершенство твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с тобою. Ты бессилие мое утираешь весь низ, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к себе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой своей, силой одари. Ничего не ценней твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой своей, силой одари. Ничего не ценней твоей совершенной любви. Молимся. Бог наш мой, пререкаю делу святой офиары здесь на справу избавления, как мы досягнули соправной едности с Христом, якого теперь примаем в Евхаристии, яки же ей владарить на веки вечные. Объявы. 28 кастричника во вторник, свята святого Симона и Иуда Тадеуша, апостолов. Это день именинов арцибискупа Тадеуша Кондрусевича, памятаем про его в наших молитвах. 1 листопада у суботу урочистость усіх святих. Святые імші відбудуться в Троїчі, і все на білоруській мові у 9 раницы, у 15 и у 19. Не у 8 у суботу, а у 9 раницы. У гэты дзень кожны мае абавязак удзельнічаць у святой імшы і паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. 2 лістапада успамін усіх памерлых вернікаў святай імшы, як кожную нядзелю. У 9, 10:30, у 12, 19. Святая імша у 10:30 за ружанцовыя. Кожны дзень у 18:20 у нашай парафіі адпраўляецца набажэнства ружанцовае. Памятаем словы Марыі. Дзеці, маліцеся на ружанцы аб супакоі. Зближаецца месяц лістапад, калі асаблівым чынам будзем маліцца за ўсіх памерлых. Можна прыносіць упамінкі, складаць іх у закрыстыі. Картачкі ляжаць напрыканцы капліцы, або можна пісаць на сваіх картачках. Калі ласка, пішыце выразна. Усе інтэнцыі будуць прачытаныя 2 лістапада, гэта нядзеля,
Початок о 18 годині перший святейший сакраментом. У інтенції померлих, виписаних у випомінках, від 1 по 8 кожний день у 19:00 буде відправлятися святая імша. А після святої імши у ці дні, іначе з 3 по 8 листопада, у каплиці буде набоженство за померлих. Про весь місяць листопад, от 3 листопада у 18:20 будем молиться на ружанці за душі померлих, написаних у випомінках. Одним словом, що за кожного, принаймні, раз на тиждень буде прочитаний і відмовлений ружанець, оскільки 4 тижні випадає, 4 рази помолимося на ружанець, так само за кожного з померлих ваших виписаних. 1 і 2 листопада святарі навідають могилки. Я буду у суботу 1 листопада у Михановичах, у 11 годин спотикаємося при головному поході. А 2 листопада вернулись до меня знову могилки Козыровские, чи иначе другий германовский завулок, 2 листопада у неделю, а 15 године. Больше подробязанный расклад находится на дошце объяву, можно его сфотографовать. 2 листопада у неделю наступную отбудется для детей и молоді балующих святых. Уже на имшу дети приходят о 12 године переоправнутые за святого, а после отбудется почастунок для удельников и гостей, посмаженную кусти колбаску, сердечно запрошаем до чинного уделу. Адорация Панаедуса в Найсвятейшем сакраменте отбывается каждый день с 14-19. Дякую вам за верование на будову святыни, за супольную индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за выбирание каплица, так само пункты дежурил. Помолимся за тих, хто на этой святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на радів дітей з добродієвих родовців нашої паради, так само нових добродієв ділництва Божого санктуаря Божої милосердості і за нас, даруючи кожного посадку, опіці Маті Божої Руженцової поють, вороні віддаються. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна, праведная и благословенная, о Ани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите, а поскольку пришли, расскажу вам такие анекдотик, побожный, конечно, анекдотик, я не побожный, и аттракцион, но как раз на часы такие приезжаются. Один человек, уже старший, такой мужчина, 40 годов гулял, 40 годов своего життя гулял у лото. И там выигрывал час от часу 10 долларов в час, там часами 15 долларов, сами, а вот и 100 выиграл долларов. Али, этот человек был старший, уже прожил 2 инсульта, сердце было слабое, а вышло так, что выиграл 10 миллионов долларов. Ну и доведались, как это дети, родные, и думаете, мне кто сказать, как батька сердце слабое, как не поймет этого счастья. Думали, думаете, а ведаем, что зробимо. До нас ксьонц приходить, а з ксьонцом добре розмовляє, приходить махворик, а нехай ксьонц, а потім ксьонця, як в якийсь спосіб эту інформацію і донес этому нашему панству. Ну и добре прийшов ксьонц, там висповідав, прийняли святую комунію, ксьонц там словка, розмова, триває, говорить, а як давно, спрашиваю его, сколько вы готовы гуляете в лото? 40 годов. И як выигрыш? А там по-разному, 10, 20, 100 долларов максимум, говорит, было вести. Говорит, а что вы например, сделали, когда выиграли 10 миллионов долларов? Думал. Ну, я бы отдал пробашку. И пробаш помер. Лица Божие благословение. Так что мне 10 тысяч долларов не надо, помер. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокою Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, слухай спокуси і пастир Бога Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас Богу душ свою спасти. Амінь.
Номер 16. Розвиток нервових співів. Нехай буде поклонено. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.